Приближается месяц Рамазан. Осталось чуть меньше 2 недель. И это возможность добиться прощения Аллаха Субхану ва Тааля, изменить свою жизнь. И деяния, которые мы совершаем в месяц Рамазан, они еще более вознаграждаемы. Какие бы деяния мы ни совершали в обычное время, в Рамазан они еще больше вознаграждаемы. Но есть деяния, на которые следует обратить больше внимания, на то, на что обращали больше внимания сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, табиайны и имамы. И один из таких, имам аз-Зухри, приводит такие слова. Когда наступал месяц Рамазан, он говорил: «Поистине он, Рамазан, не иначе, как чтение Корана и кормление едой». То есть имам обратил внимание на 2 вещи, на которые нам следует больше обратить внимание. Это чтение Корана и кормление постящихся едой. То есть эти деяния, которые наиболее вознаграждаемы в этот месяц. Вопрос поста здесь не стоит. Мы все, иншаллах, будем держать пост. Но помимо этого, то, что более вознаграждаемо в этот месяц, это чтение Корана и кормление постящихся. То есть на то, на что нужно обратить внимание. Месяц Рамазан – месяц Корана. Шахр Рамазан аллади унзиля фихи аль-Кур'ан. Месяц Рамазан – это тот, в котором был ниспослан Коран. В этот месяц начался ниспослание Корана. Поэтому сподвижники, даже банально, если посмотреть в основе, лучший из людей пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а лучший из ангелов Джабраиль алейхиссалям. Чем они занимались в месяц Рамазан? Джабраиль алейхиссалям приходил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и они читали вместе, перечитывали Коран. И в последний год перед смертью пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они прочитали его дважды. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если не ошибаюсь, Анас, рады Аллаху, приводил то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был наищедрейшим из людей. То есть самым щедрым среди людей был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но еще больше он проявлял щедрость в месяц Рамазан. И говорит причину, потому что в это время приходил Джибраиль алейхиссалям. И они вместе читали Коран. И вот из-за этого он еще больше проявлял щедрость. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, табиайны, имамы, также следовали этой сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обращая больше усилий, внимания, время на прочтение Корана. Приводится о том, что Катада прочитывал хатам в течение 7 дней. Обычно в течение 7 дней он прочитывал весь Коран. В месяц Рамазан в каждые 3 дня он прочитывал Коран. Последние 10 дней он в день прочитывал 1 раз. Полностью весь хатам. Имам Шафии, про него приводит то, что он в Коран прочитывал 60 раз. То есть 2 раза в день хатам делал. Такой же риваят приходит про Абу Ханифу. То есть имамы обращали внимание больше на чтение Корана. Приводит Ибн Абдуль-Хакам, говорил, когда наступал месяц Рамазан, имам Малик отдалялся от чтения хадисов и кружков ученых и полностью отдавался чтению Корана. Имам Малик, один из мухаддисов, имам маликитского масхаба, который жил в Медине, преподавал в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собирал, передавал хадисы, в месяц Рамазан оставлял преподавание. Оставлял преподавание и посвящал себя полностью чтению Корана. Также приводит касательно Суфьяна ас-Саури. То есть, если посмотреть, можно, я просто всю хутбу могу рассказывать, то, как сподвижники, табиайны, имамы посвящали себя именно чтению Корана. Читал ли он раз в 3 дня, читал ли он несколько раз в 1 день. То есть для нас это является уроком, примером, то, что в этот месяц мы должны не тратить время на пустые разговоры, пустые просматривания телевизора или чего-то другого. Или Аллах согласен, если кто-то сидит, музыку слушает в эти благословенные дни, а посвятить себя чтению Корана. Если мы не можем читать, хотя бы прослушивание Корана. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И то, как поступали сподвижники и табиайны. И в этом есть баракят. Баракят для нас. В чтении Аллах Субхану ва Тааля говорит, это писание, которое мы не спасали, является благословенным. То есть в этот благословенные дни, баракятный месяц, если мы будем читать Коран, мы еще больше получим баракят. Следующая аят Суре Ан'ам говорит, это благословенное писание, то есть то, в чем есть баракят, которого мы не спасаем, следуй же ему и будьте богобоязны, быть может, вы будете помилованы. И пример приводит в том, что не просто чтение Корана, чтение тафсира, о чем мы читаем. То есть, если, допустим, сегодня хатам мы джуз прочитали, взять, прочитать в тафсире, что говорится в этих аятах. Потому что не только поклонение в чтении, но Коран был ниспослан для чего? В нем указание истинного пути. Аллах Субхану ва Тааля говорит, воистину это Коран указывает на самый правильный путь. То есть, прочитывая, пытаясь понять смысл, о чем говорит Аллах Субхану ва Тааля в этих книгах, на это мы должны потратить свое время.
которое оно, повторюсь, это считанные дни, считанные часы, максимально получить от этого награду у Аллаха Субханаху ва Тааля. И человек, если мы читаем Коран в доме, Аллах Субхану дает баракат в этом доме. Читаем Коран в доме, в этом доме не будет шайтана, в этом доме не будет джиннов. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если в доме читается сура Бакара, в этом доме не будет джиннов. То есть шайтанов, мы не можем спокойно спать. У кого-то соташеб, плохие сны видят. Все в наших руках. Если мы будем читать в доме Коран, Аллах озарит его нуром. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что так же, как вы видите звезды на небе, также ангелы видят дома, в которых читается Коран. Давайте сделаем наши дома освященными хотя бы вот в этот месяц. Если есть время, читая книгу Аллаха Субхану ва Тааля, обучая это наших детей. Если мы научим своих детей чтению, мы получим за это награду. Каждый раз, когда они будут читать эти аяты, нам будут, даже после нашей смерти. Давайте не будем тратить время, эти благословенные дни и часы на пустое, а потратим его на чтение книги Аллаха. Второе, о чем сказал имам, это кормление. Кормление постящихся. И сюда как бы Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Инсан: рабы Аллаха будут пить из источника, то есть говоря о том, что они попадут в рай, давая ему течь полноводными ручьями. То есть эти люди попали в рай. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. То есть они сами хотят, но тем не менее они делятся. Они говорят: мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. То есть это еще говорится не касательно месяца Рамазан, это в обычное время. А еще больше награды, если мы это будем делать в месяц Рамазан. От Тирмизи приходит хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: каждого верующего, который накормит другого верующего в то время, как тот испытывал голод, Аллах обязательно накормит его из плодов джанна, из плодов рая. То есть если человек голодный, мы просто его накормили, обещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что Аллах накормит нас из плодов рая. Это фурса, это возможность. Также к этому стремились сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имамы табиины. Приходит хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям: о люди, то есть это был насихат сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который можем мы для себя взять как неким правилом, девизом. Он сказал: о люди, распространяйте приветствие, то есть распространяйте салям, кормите пищей. И заметьте, хадис не приходит касательно нуждающихся, голодных. Он сказал: просто кормите пищей, поддерживайте родственные связи, совершайте ночную молитву, когда люди спят, то есть имеется в виду тахаджуд, и тогда вы зайдете в рай бисалями, с миром, то есть с легкостью войдете. И опять же говорит, обратите внимание, то, что просто кормите. Здесь не говорит о том, что кормить нищих или нуждающихся. И приводит о том, что некоторые из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорили: поясни, позвать 10 моих друзей и накормить их той едой, которая им угодно, любимее для меня, чем дать свободу 10 рабам из сынов Исмаиля. То есть чем 10 рабов освободить, мне любимее, то есть еще более вознаграждаем, если я накормлю 10 своих братьев. И опять же, говорит, обратите внимание, вопрос не про бедных. Даже просто богатого человека, если мы даже покормим, за это мы тоже получим награду у Аллаха Субхану ва Тааля. И в этом тоже очень много пользы. Даже вот банально, альхамдулилля, дай Аллах, чтобы это была добрая традиция. В прошлом году мы начали, открыли шатер Рамазана, когда вот при мечети был шатер, и мы организовывали ифтар. 250-300 человек ежедневно. Начинали со страхом, сможем ли мы прокормить, будет ли желающих. По-моему, братья первые 5 или 6 дней взяли. До 15-го Рамазана пустых мест не осталось. Все сразу выкупили. И вот сколько братьев познакомилось, сколько братьев друг друга узнало. Альхамдулилля, есть намерение, вот у нас в этом году тоже будет, правда, не на катке, а вот братья предоставили пока недостроенное здание рынка, то есть готовится, иншаллах, с первого Рамазана, с первого ифтара шатер Рамазан начнет работать. То есть возможность. И ученые сказали, вот в этом есть мудрость, в этом есть польза. Первое – это укрепление связи среди мусульман.
То есть мы друг другом... Одному пришли на намазе, почитали, разошлись. Другому мы сели, кушаем, знакомимся, общаемся, вместе где-то раскладываем, вместе убираемся, и объединяются мусульмане. Второе, увеличивается любовь ради Аллаха. То есть сколько вот была команда, мы друг друга и не знали, вот начали, те, кто на раздаче, за месяц сроднились. И появилась вот эта любовь ради Аллаха, она появляется по милости Аллаха. Аллах субхану дает это. Это как бы не то, что мы сами зарабатываем. Даже, говорит, решение каких-то спорных вопросов. Вот там, где вот есть некий негатив, кушая, эти вопросы решаются проще. И таких примеров пользы в этом очень много. Поэтому говорит о том, что кормление даже вот не бедных людей, в этом тоже есть баракят, в этом тоже есть причина получения награды Аллаха субхану ва тааля. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так делали. Очень много примеров. В частности, Абдулла ибн Умар никогда не ифтарил один. Никогда, пока где-то с рынка или с улицы не приводили нуждающего нищего, который разделял с ним трапезу. То есть это была его традиция. И Абу Асир аль-Адауи приводит, что мы застали мужчин из племени Бану Ади. То есть племя Бану Ади, которые молились в этой мечети, и никогда никто из них не желал кушать в одиночестве. То есть они не кушали никогда в одиночестве. Либо они находили людей, которые кушали с ними, то есть они забирали их себе домой, а если нет, то приносили свою еду в мечеть и звали людей. То есть разделяя. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чем больше рук над столом, тем больше баракята, тем больше Аллах субхану дает баракят в этой пище. И то, что хватает одному, хватит на двоих. То, что хватит двоим, хватит на четверых. То, что хватит четверым, хватит для восьмерых, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть Аллах дает баракят, мы наедаемся, в этом больше пользы. Мы можем переесть, и это будет злом для нас. И когда мы разделим нашу трапезу, Аллах субхану ва тааля дает эту возможность. И вот у нас есть возможность вот эти 30 дней либо вложиться финансово в это, чтобы, опять же, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, человек, который накормил постящегося, получит награду того, кто постился. То есть я продержал один день уразу сам и накормил еще 5. Я получил награду в конце за 6. Один за себя и за 5, которых я накормил. Это тоже является возможностью. Либо просто прийти помочь, раздать еду, убрать. У меня нет возможности финансово, но я помог руками. В надежде, опять же, имана на вахтисам, с верой и надеждой на награду Аллаха субхану ва тааля, я тоже получу эту награду. И это тоже для нас является возможностью этот месяц не просто получить награду за пост, но также и за чтение Корана, за кормление постящегося. Нужно собирать. Как братья говорят, это время сенокоса, время урожая, когда нужно пытаться собрать больше. Потому что пройдут 30 дней, и Аллах согласен среди быть тех, кто будет сожалеть о том, что вот он прошли эти 30 дней, и он не получил от этого ничего. Поэтому есть возможность. Вот как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводя в хадисы, говорит, если мы будем это делать, мы получим награду. И в конце хотел привести про одного из имамов, Хамад ибн Абу Сулейман. В течение Рамазана кормил 500 человек. То есть 500 человек просто кормил. И после праздника разговения каждому из них раздал по 100 дирхамов. То есть не просто покормил, он еще и как бы финансовую возможность. Как прочитал, говорит, правило такое, говорит, богатые люди, говорит, их имущество является имуществом ислама. То есть вот мусульмане, имея что-то, они делились, и этим пользовалась вся умма. То есть человек не просто сидел, как Кощей над златом чахнет, да, то есть у меня все, они давали, раздавали и получали за это награду. И обещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, человек, который дает, Аллах возвращает это. Те, кто тратит на рабов Аллаха, Аллах тратит на него. Мы потратим на пути Аллаха, Аллах это нам вернет и запишет, и получит награду. Возможность, фурса. Поэтому дай Аллах субхану ва тааля провести эти 30 дней еще лучше, чем мы проводили их до этого. Получив награду и быть среди тех, о ком пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что у Аллаха есть группа людей, и каждую ночь в Рамазан, которых Он освобождает от огня ада.